4 марта 2010 года жителей Абхазии постигла весть о смерти Владислава Ардзинба. Тогда страна словно оцепенела в безмолвии. В каждой семье ощущалась неподдельная скорбь. Во всех организациях и на предприятиях, в школах и вузах стояли живые цветы и портреты первого президента. Сегодня минуло уже 11 лет со дня той трагической даты. В этот день люди со всех концов Абхазии едут в село Эшера, чтобы отдать дань памяти лидеру абхазского народа. Жизнь Владислава Ардзинба неразрывно связана с судьбой страны и всего абхазского народа. Он был человеком науки, но судьба распорядилась иначе. Владислав Григорьевич появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных моментов ее истории. Именно он возглавил национально-освободительное движение и осуществил вековую мечту абхазов о свободе и независимости. Владислав Ардзинба для Абхазии и в целом, для абхазского народа несомненно выдающаяся личность. Ему эту оценку дал сам народ. Я сражался на Восточном фронте, но у меня было задание моего командования в период войны. У меня была такая разовая встреча с главнокомандующим. И меня, удивило, что я командир очень далекого, сражающегося участка фронта, и командующий практически в деталях знает те вопросы, которые у меня там стоят, и о тех проблемах, которые у меня есть. Меня это больше всего удивило. То есть для него не было каких-то незначительных деталей. «Свобода Апсны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Григорьевич. Следуя его зову, люди обретали смелость и шли вперед. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение, решать вопросы обеспечения тысяч беженцев. И, несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Одна из самых ярких страниц моей жизни – это Владислав Григорьевич, знакомство с ним, работа с ним. Это был монолитный человек, как фигура, как политическая фигура, как главнокомандующий. Но он был еще и просто человеком. И ничто человеческое было ему не чуждо. Он был разным, но он всегда был великим. Иногда бывало такое, что под горячую руку лучше не попадаться. Я знал его психологию хорошо, и поэтому в нужный момент я мог просто промолчать, выждать. Но это был монолит, человек масштабно мыслящий, с очень твердым характером. Вот что ему и помогло, в принципе. Память о лидере увековечена в названиях улиц, музеев, школы. А самое главное – в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы – герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Ардзинба. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.